55 лет флагман энергетики Дальнего Востока, компания «Якутскэнерго», обеспечивает светом и теплом самый холодный населенный регион планеты – Республику Саха-Якутия. Мало кто задумывается, что за привычными цифрами и тарифами скрывается сложнейшая система, строгий расчет, труд тысяч людей, многие из которых ежедневно рискуют своим здоровьем и даже жизнью. Казалось бы, странно связывать такую работу с женщиной – женой, матерью, хранительницей очага. Для нашей компании 37% персонала – это женщины, 24% – женщины-руководители. Я считаю, что для женщин в энергетике есть масса возможностей и для профессионального роста, и для самореализации. Без профессиональной реализации, мне кажется, жизнь человека неполноценная, то есть она ущемлена в каких-то вещах. Хотя я могу ошибаться. Но вот иногда спрашивают, как можно совмещать это. Мне кажется, женщина может совместить все. И профессию, и карьерный рост, и семью. Просто надо очень хотеть. Ну и, конечно, надо, чтобы был рядом с тобой понимающий, внимательный человек, муж, который берет на себя ответственность и за семью, и за какие-то домашние дела. Ирина Петровна Сысолятина за 35 лет, посвященных родной компании, прошла все ступени профессионального роста. Начав с должности инженера-теплотехника, она проводила техническое перевооружение и лично руководила реконструкцией основных энергообъектов компании, внедряла новые, более эффективные системы менеджмента, управления бизнесом, безопасности труда, охраны здоровья и окружающей среды. Сегодня она является собой яркий пример успешного трудового пути. Работа, конечно, была достаточно сложной, но при этом очень интересной. Мне все нравилось, и я ни одной минуты не пожалела о том, что я стала энергетиком. Профессиональная энергетика – это, что называется, работа с повышенным уровнем ответственности и опасности. Каждый сотрудник – ключевое звено на пути электроэнергии к потребителю. Каждый уникален. Каждый – залог успеха и гордость компании. Я считаю, что энергетики – это однозначно особые люди. Степень ответственности у этих людей должна быть абсолютная. То есть в нашей системе, вообще говоря, остаются работать только исключительно надежные люди. Знать и добросовестно исполнять свои обязанности. Частота электрического тока измеряется в герцах. В честь немецкого ученого-физика. По-немецки герц – это сердце. Самый важный орган. Сердце нашей республики будет биться с нужной частотой, пока за его здоровье отвечают эти люди. Это их призвание – согревать нас в самый лютый холод, освещать самую темную северную ночь, нести миру свет и тепло.